Когда-то через Абхазию проходил шелковый путь, самый большой торговый маршрут в истории человечества. И сейчас страна восстанавливает статус ключевого стратегического хаба в регионе. Это стало возможным благодаря совместному абхазо-российскому проекту в Галском районе. Он почти завершен и готовится к запуску. Транзитный хаб не предполагает торговлю с Грузией. Основная цель – расширение торговых возможностей. Среди потенциальных участников – Индия, Армения, Иран, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. Для кого-то этот коридор выгоден, для кого-то этот коридор удобен. И Сочи, Краснодар, Ростов. Для этих регионов сегодня выгодно заниматься нашим сквозным проходом. Просто это надо все прорабатывать, надо все изучать. Почему мы 6 лет этим занимаемся так аккуратно, не навредив никому, в первую очередь в нашей стране, потому что мы все изучали. У нас были тестовые проезды, мы пропустили груз через Абхазию на территорию Российской Федерации. Полномочные органы провели всю необходимую работу, что таможня, что служба государственной безопасности, что погрануправление ФСБ Российской Федерации. Да, и товар доехал до пункта назначения. У нас и обратный был груз. Мы в Иран отправляли товар из Абхазии. Уже, да, в тестовом режиме эти механизмы все проработаны. Проект долгое время держали в секрете из-за сложной геополитической обстановки. Хаб в Галском районе будет связан с железнодорожным терминалом в Очимчире, так как автодороги Абхазии пока не готовы для масштабного грузопотока. Планируется многоуровневая проверка грузов и транспорта от сканеров и рентгена до досмотровых ям и детального обследования. Мы хотим связать наш терминал с железнодорожным терминалом, который построен сегодня в Очимчирах. Вот мы будем отгружать туда контейнеры или там прицепы, как это будет, и отправлять это все в Российскую Федерацию. И также обратно будет приезжать поезд, разгружать его в Очимчирах, нашими машинами будут довозить до терминала и оттуда уже отправлять. 3 этапа строительства терминала. Первый этап – это сам терминал. Второй этап – это уже строительство таможенных складов разного хранения, такие холодные и горячие, там холодильные камеры могут быть, такие, там табачная продукция, алкогольная продукция, она как бы должна иметь свои склады СВХ. Строительство приграничного хаба в Гале реализуется на базе Абхазо-Российского таможенного соглашения о транзите грузов. Документ был подписан в 2011 году. Положение из него до сих пор не реализовано по ряду причин, исходящих из опасений безопасности. Учитывая соседство с Грузией, однако, по словам гендиректора транзитной компании Астамура Акселба, нет никаких оснований сомневаться в намерениях стратегического партнера в лице России. Хочу сказать, что никакой речи о торговле между Абхазией и Грузией не может быть, пока не будут подписаны ряд документов. И наша компания, она всего лишь только логистическая компания, которая будет перемещать товары через территории. Это грузы Российской Федерации, эти грузы третьих стран. Мы туда в одну и в ту сторону просто будем доставлять эти товары. Проект транзитно-логистического терминала имеет долгую предысторию. В 2011 году его развитие официально продолжилось. Было подписано соглашение между таможенными органами Республики Абхазия и Российской Федерации. С российской стороны документ в свое время подписал Андрей Бельянинов, занимавший тогда пост руководителя таможенного органа. В настоящее время Сергей Бельянинов занимает должность генерального секретаря Ассамблеи народов мира. По словам Астамура Акселба, именно Сергей Бельянинов сыграл ключевую роль в возрождении данной инициативы. О конкретных цифрах эффекта реализации проекта пока говорить сложно. Однако очевидно одно – это значимый бюджетообразующий проект Восточной Абхазии. Мы можем сегодня, благодаря открытию этого хаба, это уже один шаг пройден. Второй шаг – это уже постараться попробовать там абхазскую продукцию, что попало там на хотя бы какую-то из третьей страны. Там, возьмем сегодня Иран. Я думаю, Иран не будет против, если абхазская продукция будет продаваться на территории Ирана. Мы должны использовать эту возможность. Это наша продукция должна выезжать, постараться в третьи страны. У нас вода хорошая, у нас алкогольные напитки, вина наши безупречно хорошие, да, пользуются спросом. Открытие хаба в Галском районе планируется через полгода. Гугут Савардаани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.